Статья Алексея Артемьева «Черные пески». Необычные камни со стеклованной поверхностью обнаружены на песчаных островах реки Камы. Самое интересное в том, что такие камни не могут появиться в каком-либо из природных процессов, а только в результате ядерных взрывов. Началось все с того, что прямо к нам под ноги самосвал вывалил кучу необычного песка. Поскольку рядом с нашим предприятием работает небольшая частная контора по производству железобетонных колец, то материал они завозят регулярно. Этот песок отличался от всего, что я раньше видел. Он был темнее обычного и имел нехарактерную повышенную сыпучесть. Точно как прокаленный и запыленный сажей литейный песок после использования в формах, которые я постоянно наблюдал, занимаясь литьем чугуна по выжигаемым моделям. Я бы, не сомневаясь, признал его литейное происхождение, но настораживали две вещи. Первое. Литейщики используют только просеянный песок, а этот содержал камушки разной крупности. Второе. Песок этот был явно речным, то есть песчинки были округлой формы. Для литья такой песок не используют, поскольку он имеет маленькую газопроницаемость, что приводит к дефектам в отливках. Металлурги пользуются специальным карьерным песком, песчинки которого имеют остроугольную форму, как крупицы сахара. В общем, все это меня заинтриговало. Кроме того, из кучи загадочно поблескивали перламутровым черным оттенком маленькие камешки. Они были похожи на бусинки неправильной формы, рисунок 1. Если расколоть такой камешек, то внутри он окажется обычной галькой, совершенно матовой. Покрывающий камень перламутрово-черный слой очень тонкий, не более 0,2 мм. Все эти вопросы требовали ответа. Вскоре мы узнали, что песок возят с накопителя возле города Сарапула. Туда же он попадает с реки Камы. Назвали нам приблизительное место возле села Яра-Маска. Ну, тут мой комментарий. Яра-Маска — это Маска Яра, да? Это там, где делали иконные лики. То есть была эпоха Яра. Так же, как Москва. Это все у Чудинова есть. Было решено организовать поиск и осмотр места добычи странного песка, но для этого следовало подготовиться. В частности, надо было приобрести дозиметр. То, что где-то радиационный фон окажется повышенным, было маловероятно. Скорее всего, с момента события прошли столетия. Но даже маленький риск не стоит отбрасывать. Неожиданно это стало проблемой. Не так давно дозиметры были в продаже, а теперь я обнаружил, что их нет нигде. Продавец в магазине удивительно посмотрела на меня и сообщила: разве вы не знаете, что их запретили после Фукусимы, чтобы люди не пугались? В общем, все равно проболталось. Скорее всего, их не запретили к продаже, а ввели по неофициальным каналам некоторые ограничения по распространению. Так власти беспокоятся о нашем здоровье. Странно, что летом 2010 года не догадались запретить градусники. Всем бы сразу стало прохладнее. А дозиметры я приобрел через интернет, хотя и там они есть не везде. Прибыв на место поисков, мы практически сразу обнаружили богатые россыпи странных камней. Это песчаная коса, протянувшаяся на несколько километров вверх по течению от села Яра-Маска. Она образует остров, на котором везде в большей или меньшей степени встречаются остеклованные камешки. Интересно, что в других местах Камы таких камней нет. Нет их даже на берегу реки, совсем рядом с островом. Нашлось и место максимальной концентрации. Здесь из-за сплошной массы черной гальки прибрежная полоса имеет темный цвет. На месте мы сразу еще раз убедились, что камни подвергались действию излучения. Многие из них остеклованы наполовину или только с одной стороны. То есть часть, которая была в тени, не подвергались нагреву. Нашлось еще множество мелких косточек и позвонков, которые также были опалены до черна, только снаружи, внутри же повреждены не были. Повышенного радиационного фона мы нигде не обнаружили. Нам не удалось найти какое-то определенное место, откуда вымывают эти пески и гальку. Возможно, что остеклованный слой грунта находился погребенным на дне реки в самом эпицентре предполагаемых прошлых событий. Недавно добытчики песка разворошили это место и начался его размыв. Подтверждением служит и тот факт, что вода еще не успела обработать поверхность камней до матовости. Вроде бы все, больше ничего выяснить не удастся, но наша земля богата на сюрпризы. Изучая окрестности города Сарапула по спутниковым картам, нам удалось обнаружить две большие воронки, одна диаметром порядка 900 метров, а другая несколько меньше, около 700 метров. Карта показала, что это идеально круглые, лункообразные углубления с перепадом высот от центра к периферии 8-15 метров. Такие воронки обнаруживаются во многих местах на Земле, но сейчас нам выпала возможность посмотреть, как это выглядит не на снимке, а в реальности. Расположение воронок не случайно.
На рисунке 10 вы видите прилегающую территорию, как она выглядит сегодня. Но так было не всегда. Судя по рельефу местности, русло реки было значительно шире. Уровень воды при этом был выше на 10-15 метров. При таком условии воронки находятся в стратегически важном месте. Это мысовая часть берега. На таких местах, как правило, возникали поселения. То есть населенный пункт, который мог являться мишенью. И судя по воронкам, удар был ядерный. Сейчас, конечно, трудно представить, что здесь был средневековый город. По деревне наносить ядерный удар бессмысленно. Но с другой стороны, а что могло уцелеть в радиусе 2 километров от эпицентра 10-мегатонного термоядерного заряда? По расчетам относительно радиуса воронки, а затем еще контрольного 6-мегатонного. И что из уцелевшего места могло сохраниться по прошествии нескольких столетий? Вероятно, почти ничего. Прибыв на место, мы обнаружили именно то, что видели на карте. Ровная лункообразная котловина с хорошо выраженными краями. На рисунке 12 вид с края большой воронки и спуск в саму котловину. На рисунке 13 вид со дна котловины на ее край. Юго-восточный край воронки имеет более крутой подъем. Техника там обрабатывать не может, поэтому здесь выросла сосновая лесополоса. На рисунке 14 изображен вид через эти деревья на дно котловины. По толщине древесных стволов можно заключить, что они начали расти не позже 50-х годов. Но это не показывает истинное время появления котловины. Ясно только, что она появилась не позднее 50-х годов, поскольку с этого времени стал формироваться приспособленный к воронке ландшафт. Скорее всего, события, приведшие к появлению котловины, происходили значительно раньше. Земля эта пахотная. Вероятно, ее обрабатывали и на юго-восточной кромке воронки, пока не стала более широко применяться техника. Это и есть 50-е годы. А более низкую северо-западную кромку распахивают и сегодня. Интересно, что странными углублениями интересовались и до нас. Точно в геометрическом центре большой воронки была обнаружена старая заглушенная скважина. Судя по отсутствию следов промышленной разработки, скважина разведочная. Видно, геологов заинтересовало идеально ровное углубление, хорошо заметное с самолета. Настолько заинтересовало, что они провели недешевую разведку бурением, но ничего не нашли и заглушили скважину. В центре второй воронки никакой скважины нет. Видимо, решили, что искать тут нечего. Люди, глядя на остеклованные камни, вспоминали, что неподалеку была авария газопровода. Дескать, горящий газ мог так опалить речную гальку. Версия была проверена. Мы поместили речную гальку, а это по сути базальт, в пламя кислородно-пропановой горелки. В результате серии опытов ничего даже отдаленно похожего по текстуре не получили, чего и следовало ожидать. На рисунках 16 и 17 снизу оплавленный камень, а сверху такой же, но не подвергнутый нагреву. Это для наглядности. Для плавления базальта требуется порядка 1300 градусов. Пропановая кислородная горелка легко выдает 1500 градусов, и если камень передержать в пламени, то он оплавляется стеклообразной глазурью блестящего черного цвета, но она при этом имеет пористую и бугристую структуру. Толщина оплавленного слоя сразу получается не меньше 1,5 мм. Сам камень при этом неизбежно растрескивается. Если же нагревать плавно и длительное время, то появляется остеклованный слой, но значительно толще обнаруженного на образцах. И в любом случае очень неровный. Тело камня при нагреве выделяет газы, и они образуют на расплавленном поверхностном слое пузыри. Когда все это остывает, поверхность остается неровной. То, что мы обнаруживаем в песках Камы, на это не похоже. Единственный способ, как получить такой эффект, нагреть поверхность камня мгновенно, за доли секунды, до температуры 1300 градусов и тут же прекратить поступление тепла, пока теплопроводность камня не позволила ему прогреться на глубину более 0,2 мм. С такой скоростью тепло нельзя передать конвекции, то есть контактным нагревом, как в случае с газовым пламенем, в чем мы и убедились, проделав опыты. Не получится просто потому, что нагретый до температуры в несколько тысяч градусов газ с нагреваемым телом мгновенно и не исчезает бесследно в доли секунды. Это достаточно инертный процесс. Это может быть только мгновенный импульс излучения огромной мощности, вспышка. В каком спектре? Не знаю, это может быть инфракрасное излучение и рентгеновское. Однозначно сказать сложно. Но точно можно заявить следующее. В естественной породе на поверхности нашей планеты такое явление быть не должно. Мы ведь не на звезде живем. И раз оно было, то значит явление это искусственное. И поверьте мне, очень заметное. Ведь оплавленных камней здесь великое множество. Пока мне известен только один подобный источник излучения. Это ядерный, термоядерный взрыв. На самом деле то, что мы нашли, ученым хорошо известно. Это называется импактиты. Импактиты
от английского импакт-удар, или как их еще называют породы ударного метаморфизма, выделяются как самостоятельный тип горных пород наравне с осадочными, магматическими и метаморфическими породами. Это признание необычных условий их формирования. Дробление, плавление и испарение пород земной коры под воздействием ударной волны охватывают разные объемы материала в зависимости от состава и свойств пород. По международной классификации импактов они делятся на три группы по составу, строению и степени ударного метаморфизма. Импактированные породы, горные породы, слабо преобразованные ударной волной и сохранившие благодаря этому свои характерные признаки. Вот это и есть наши камни. Расплавленные породы – продукты застывания импактного расплава. Импактные брекчии – обломочные породы, сформированные без участия импактного расплава или с очень небольшим его количеством. Бывают еще тектиты. Это более выраженный, чем у нас случай. По моему мнению, следствие наземного ядерного взрыва с выбросом расплавленного грунта. Но интересно допущенное к огласке объяснение. Тектиты – кислые стекла, резко отличающиеся от земных вулканических или импактных стекол. Это аморфное образование нетехногенного происхождения с небольшим диапазоном колебания состава, содержащие от 68 до 82 масс процентов силициума-2 адистирена и чрезвычайно мало воды. Тектиты представляют собой хорошо проплавленные природные стекла черного, иногда темно-зеленого цвета. В отличие от других естественных стекол, обсидианов и фульгуритов не содержат включений микрокристаллов и разнообразны по форме. В химическом отношении они не напоминают ни одну из общеизвестных земных и внеземных веществ. Поверхности многих образцов носят следы воздействия высокоскоростных газовых потоков. Ряд петрографических и химических особенностей указывает на то, что они образовались в результате высокотемпературного плавления, более 2000 градусов по Кельвину. Причем охлаждение расплава носило скоротечный характер. За последние 100 лет были высказаны самые разнообразные предположения о происхождении тектитов. Они считались следствием разряда молний, конденсации вещества в хвосте кометы при сближении с Землей, отделения от материнского метеорита при прохождении через атмосферу, падения собственно метеоритов, то есть остатков планеты земного типа, имевшей кислую оболочку, извержения лунного вулкана, удара о Луну метеорита или кометы, удара о земную поверхность метеорита или даже сгустка антиматерии, наконец, действия неизвестных ядерных или электрических явлений. Также предполагается, что тектиты представляют собой материал ядра кометы, экранированный льдом и замерзшими газами. Комета прошла через атмосферу, ледяная оболочка испарилась, а силикатная составляющая выпала на Землю, образовав тектитное поле. Так или иначе, все перечисленные версии, кроме метеоритной, если озвучиваются, то очень неохотно, как весьма противоречивые и недостоверные. А вот метеоритная сегодня королева бала. Думаете, потому что она самая достоверная? Вовсе нет. Стоит немного подумать, и вы поймете, что она тоже очень далека от реальности. Например, как я уже писал выше, для оплавления камня требуется высокая температура. Если нагрев продолжительный, несколько секунд, то достаточно тех самых 2000 градусов Кельвина или иначе 1727 градусов по Цельсию. Но тогда камни проплавляются на большую глубину. Это не объясняет импактитов, таких как наши. А для получения тончайшей пленки остеклования требуется уже десятки тысяч градусов, причем и нагрев, и охлаждение должны быть мгновенными. Вспышка. Как это можно сделать метеоритом? Да никак, потому что некоторые люди склонны полагать, что кусок камня, разогревшись наружными слоями от воздушного трения в атмосфере до 2-3 тысяч градусов, полностью меняет свои физические свойства, а при ударе о Землю это чудо якобы создаст давление в сотни тысяч атмосфер и температура увеличится до 2 миллионов градусов. Испарится часть породы, то есть. А еще начнет излучать гигантскими порциями альфа, бета и гамма частицы вспышка. С чего бы это? Ни один физик под таким сценарием не подпишется. Если падающие с неба камни претерпевают такие удивительные метаморфозы, то зачем мы ядерные бомбы делаем? Надо начинять баллистические ракеты большими валунами. А что? Ракета энергии выводит на орбиту 100 тонн и скорость 4-5 км в секунду. Знатный метеорит получится, как бабахнет и всю Америку тектитами завалит. Ну что это такое? Как можно такую версию выставлять ведущей? Да просто она самая наглядная. Это не наука делает, а Генеральный штаб по управлению общественным мнением и сокрытию улик. Посмотрит человек фильм «Катастрофу» и подумает: ого, большая горящая гора падает на землю, огонь, вспышка. В кино сейчас так и рисуют, обратите внимание. Ух ты, верю.
На самом деле приемлемой гипотезы сегодня в научном мире нет. Все выдвигаемые версии противоречивы и непроверяемы. Конечно, кроме ядерной, но она табу. Читателю, знакомому с моими статьями, ядерная тема может показаться навязчивой идеей. Ну вот, понимаешь, снова здорово. Все взорвалось, все сгорело, теперь даже камни. И опять никто ничего не помнит. Согласен, звучит непривычно, но я это расцениваю как навязчивые факты, от которых трудно просто отмахнуться. Что же делать, если их слишком много? Таким образом, газово-пожарная версия отпадает. Вместе с ней по тем же причинам отпадает и кометно-метеоритная. На реке Каме в районе города Сарапула вскрыты залежи импактитов, или иначе камней, оплавленных излучением ядерно-термоядерного происхождения. Обнаружены и две характерные воронки, полностью соответствующие по форме и типовым расчетам действию 10,6 мегатонного термоядерного заряда. Расстояние от кратеров до стеклованных камней порядка 10-15 километров. Эти два эпизода, воронки и импактиты, могут быть связаны или нет. Время трагических событий нам неизвестно. Основная версия у нас ядерно-термоядерная. И версия эта весьма неприятная, поскольку все ближе подводит нас к пониманию, что не зря большая часть сказок всех народов страшные. Есть даже поговорка «живем как в сказке, чем дальше, тем страшнее». Думаю, в этом отразились не только наша склонность пощекотать себе нервы, сколько не такое уж и далекое жутковатое прошлое. Автор выражает особую благодарность участнику движения Красноперову Дмитрию и другим жителям города Сарапула, оказавшим большую помощь в проведении полевых исследований. Город Ижевск.